Добрый вечер! На вопросы, интересующие прежде всего нас, жителей Нерюнгринского района, сегодня в прямом эфире отвечает глава республики Айсен Николаев, который находится с рабочим визитом в нашем районе и в данный момент находится в нашей студии. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем сразу по болевым точкам пройдемся. Это программа по переселению. Стартовал второй этап ее. Как это, в каком объеме коснется Нерюнгринского района, прежде всего, данная программа? Безусловно, одним из важнейших национальных проектов, которые будут реализовываться благодаря решениям президента нашей страны Владимира Владимировича Путина на территории всей страны и здесь, в Нерюнгринском районе, это является программа переселения жителей из аварийного жилого фонда. Напомню, что наша республика является лидером печальным по количеству аварийного жилья в стране. Нам предстоит снести до конца 2025 года 1 124 000 квадратных метров аварийного жилья. Из этой огромной колоссальной цифры 83,5 тысячи приходится на Нерюнгринский район. Конечно же, в первую очередь это коснется города Нерюнгри и Чульмана. На их, в общей сложности на эти два населенных пункта приходится 73 тысячи квадратных метров. Но остальные 10 тысяч это уже вот Беркаки, чуть-чуть Серебряный Бор, Иенгра, где я сегодня был, как раз встречался с жителями аварийных домов. Я считаю, что вот опыт прошлого года показывает, что проблемы есть. Эти проблемы надо будет решать. Ну и мы, конечно, помним достаточно тяжелую, скажем так, ситуацию по первому этапу, которая была в 2013-2017 годах, когда, к сожалению, ряд недобросовестных подрядчиков не исполнили свои обязательства, и вот жители и Нерюнгри, и Серебряного Бора испытали на себе вот все прелести, в кавычках, вот, работы нерадивых подрядчиков, с которыми до сих пор продолжаются судебные разбирательства у местных администраций. Я уверен, что в ходе исполнения второго этапа мы таких ошибок уже не повторим. Сегодня я вот тоже в ходе совещания, которое проводил в районной администрации, дал ряд достаточно жестких поручений и в адрес Министерства строительства, в адрес дирекции жилищного строительства республики, в адрес районной администрации и глав местных администраций с тем, чтобы вот ошибки первого периода были полностью все учтены и никоим образом не были повторены, и чтобы второй этап был в установленные сроки выполнен. На самом деле в этом году вот попадает порядка 8,5 тысяч квадратных метров жилья под расселение, в следующем году еще больше, и вот мы должны выйти уже к 2023-2024 годам на объемы там 20-23 тысячи квадратных метров расселения в год. Большая цифра, и, конечно же, она потребует достаточно серьезной здесь перестройки работы строительного комплекса, который вот к части строительства жилья, к сожалению, достаточно, последние годы работал, скажем так, не очень неэффективно. У нас новое жилье в Нерюнгри практически не строилось. Вот, кстати, о новом жилье. Вот, мы знаем, что правительство республики заключило соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом Колмар Групп. Вот как это отразится, увидим ли мы вот это взаимоотношение, между правительством и компанией именно по нашему Нерюнгринскому району, и в чем это будет выражаться? Хочу сказать, что, конечно же, деятельность Колмара здесь, в Нерюнгринском районе, на самом деле у меня вызывает чувство глубокого уважения, потому что буквально с нуля за несколько лет то, о чем раньше много говорилось и писалось, но не делалось, стало явью благодаря как раз вот действиям группы компаний «Колмар». И сегодня уже на выходе на проектную мощность ряд таких крупных проектов, таких как вот я сегодня на Инаглинской был шахте, мы видим, как строится обогатительная фабрика, мощнейшая на 6 миллионов тонн обогащения в год. Рядом с ней уже начнется строиться вторая уже очередь этой же большой обогатительной фабрики. И в общей сложности там будет 12 миллионов тонн угля обогащения. Вот. Мы видим, как идет уже рост по добыче, по экспорту. В итоге я считаю, что Колмар, конечно же, превращается в лидера угледобычи не только Нерюнгринского района, не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. И, конечно же, это позволит уже сегодня дает возможность и Нерюнгри и Чульману уже достойно, скажем так, с чувством уверенности смотреть на десятилетия вперед. И самое главное, что появляется много
не просто сотен, да, а много тысяч новых рабочих мест, куда привлекаются в том числе и местное население. Мы с руководством Колмара находимся практически в постоянном контакте. Я регулярно встречаюсь и с исполнительными органами, и с акционерами компании. Сегодня идет работа вот как раз по исполнению договора о социально-экономическом партнерстве. И одним из ключевых таких условий является строительство здесь, в Нерингере, нового квартала, квартала R, где должно быть построено порядка 2000 новых квартир. И строительство 600 из них уже должно начаться в этом году. И завтра я тоже буду проводить здесь в Нерингере отдельное совещание, посвященное рассмотрению деятельности Колмара за прошлый год, планам на ближайшие годы. В том числе, конечно же, вот вопросы не только непосредственно самой угледобычи будут рассматриваться на совещании, не только вот производственная деятельность, но также будут рассматриваться вопросы и участия Колмара в создании и развитии социальной инфраструктуры района, в том числе вот через строительство жилья. Тоже считаю, что важный вопрос, потому что многие ко мне обращаются из Нерингера, например, молодые люди, и говорят, что вот у нас 2% ипотека, которая работает по всему Дальнему Востоку, она не востребована, потому что у нас не строится новое жилье. Вот. Я считаю, что это надо как раз исправлять, в том числе и через такие программы, когда будет строиться новое жилье Колмаром, так, в том числе с участием механизмов льготного ипотечного кредитования, которое сегодня, благодаря президенту страны, у нас на Дальнем Востоке появилось. Ну, на самом же деле надо согласиться с тем, что вот буквально еще, если бы пару-тройку лет назад кто-нибудь здесь в Нерингере или там в Якутске, в Хабаровске начал говорить, что на Дальнем Востоке будут выдавать семьям до 35 лет ипотеку под 2%, ну, наверное, над этим человеком просто, в лучшем случае, просто посмеялись бы, да? Ну, да, уж не говоря о том, что могли бы и там что-то и покрепче сказать, да? Вот, но это вот сегодняшняя уже реальность. Мы имеем на Дальнем Востоке ипотеку практически такую же, как и вот в тех же развитых странах мира, на которые мы любим равняться. Ну, еще один вопрос, что касаемо компании «Колмар». То есть, мы знаем, что компания закончила год с рекордными показателями, прежде всего по добыче угля. Ждем с нетерпением, конечно, запуска и шахты Наглинская, и обогатительной фабрики. В связи с этим вот какой вопрос. А на сегодняшний день рынок сбыта все еще актуален по углю? То есть они с каждым годом все больше и больше добывают угля, а есть куда его продавать? Он пользуется спросом? Вы знаете, рынок угля, он достаточно сложный. Так, да, вообще любой рынок сырьевых товаров, он совсем непростой. Да? Даже тот же рынок алмазов, казалось бы, уж куда он должен быть более постоянный, но мы в прошлом году испытали на самом деле сильнейший после 2008 года кризис, в результате которого продажи крупнейших алмазодобывающих компаний мира, и De Beers, и Alrosa, упали на 25%. Вот, в результате, например, бюджет республики достаточно серьезный такой удар получил. Но вот опять же, благодаря тому, что у нас диверсификация экономики идет достаточно успешно, и у нас есть сегодня и нефтедобывающая промышленность, и золотодобывающая промышленность вышла на лидирующие позиции в стране, да, мы третьи стали в стране. Нам удалось все-таки вот в 2019 году налоговый, скажем так, потенциал республики сохранить с минимальными потерями. Так? Хотя, конечно, драматическое падение вот по ценам на алмазы, оно в любой другой ситуации, конечно, выбило бы из нас из колеи. Что касается угля, конечно, падение цен достаточно серьезное. Вот было практически, по коксующимся углям, если в начале прошлого года продавалось за $200, то конец года был 120. Но опять же сейчас вот мы видим, что за начало этого года успешно, и рост сейчас уже где-то пошел на $20-30 за тонну и где-то $150. Да? То есть это нормальная цена. Ну и надо всегда понимать, что южно-якутский уголь, он всегда в первую очередь был премиальным за счет того, что здесь большое количество коксующихся углей, так значительная часть, которая вне зависимости от конъюнктуры энергетических углей достаточно серьезно востребована в мире. И вот то, что сейчас вроде бы как Китай и Соединенные Штаты Америки вот эту торговую войну свою, скажем так, пока вроде бы как закончили, какие-то бумаги подписали, это сразу же позитивно сказалось вообще на прогнозе мировой экономики, в том числе и на прогнозе цен на сырье.
И многие с этим связывают рост цен на уголь. Многие связывают это вот с пожарами в Австралии и потом с проливными дождями, которые там прошли в тех провинциях, где добывается уголь. Но в любом случае цена растет, поэтому это нормально. Я считаю, что в любом случае уголь, он будет востребован в мире. Конечно, цены будут колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка, так, но при этом я считаю, что вот наш южно-якутский уголь, он всегда рентабельный и всегда конкурентоспособный и на мировом рынке, не говоря уже о российском. Поэтому эти проекты правильные, эти проекты нужные стране, и мы их будем поддерживать. И наша задача на самом деле очень амбициозная. Мы надеемся, что уже в 2020 году мы преодолеем рубеж 20 миллионов тонн. В этом году были рекордные 18,5 где-то миллионов тонн добыта. За прошлый год, за 2019 мы преодолеем 20 в 2020 году, а потом ближайший ориентир уже там не 25, а сразу 30 миллионов тонн. Мы реально верим, что в ближайшие 5 лет мы к 2024 году выйдем на рубеж 30 миллионов тонн. А потом при благоприятной вот здесь уже конъюнктуре, при возможности расширения транспортных путей сообщения, чтобы железные дороги смогли провести весь этот объем, может идти речь и уже о 50 миллионах тонн. У Якутии для этого вот ресурсов сегодня, слава богу, хватает. И запасов. Еще до недавнего времени одной из болевых точек было наше нерюнгринское здравоохранение. Да? Но, слава богу, сейчас оно переживает некоторую перезагрузку. То есть это и открытие онкологического центра, да? Открылся филиал медицинского центра «Белая роза». Долгожданный капитальный ремонт подходит к концу детской поликлиники. Будет ли продолжен такой темп ритма, который, несомненно, радует нас, нерюнгринцев, и когда начнется уже закупка современного оборудования для ЦРБ? Вы знаете, я далек от мысли, что мы преодолели кризис здравоохранения Нерюнгри. Я, когда был здесь, уже первый раз будучи временно исполняющей обязанности главы республики, я тогда уже сказал, что такого здравоохранения во втором по значимости районе республики так быть не должно. Мы должны его вообще на порядок повысить качество медицинской помощи населению, мы должны улучшить вообще материально-техническую базу, ну и на самом деле, чтобы люди здесь были удовлетворены, реально удовлетворены медицинской помощью, которую получают в наших поликлиниках, в наших больницах. Потому что, к сожалению, вот до недавнего прошлого, на самом деле, оно было ниже всякой критики. Я даже просто говорить не хочу, в каком оно здесь было состоянии. Были приняты ряд таких экстренных мер, да, начиная от кадровых решений, заканчивая вот вопросами вложения средств в реконструкцию тех или иных объектов. Сегодня хочу сказать, что вот реконструкция детской поликлиники, она должна быть завершена до конца этого года. При этом, хотя сегодня вот в бюджете республики еще не предусмотрены средства порядка 70 миллионов на окончание ремонта, так, но я сегодня дал поручение правительству изыскать эти средства буквально в ближайшие дни и в ближайшее время уже объявить конкурс, так как проектно-документная документация с государственной экспертизой уже у нас имеется на окончание вот как раз полной реконструкции детской поликлиники. А то у нас у некоторых коллег появилось желание, знаете, вот закончить на те деньги, которые есть, вот часть ремонта, и мне говорят, а вот входная группа, она же зачем, она же терпит, так, мы, главное, там кабинеты сделали, кто сделали, так вот, а внизу, типа, там, это же не обязательно там связано с медицинскими услугами, типа, народ потерпит, да, народ не будет терпеть, так, и нельзя такие вещи делать, поэтому поручение мною дано, до конца года, еще раз говорю, детская поликлиника будет полностью, скажем так, от входной группы до последнего кабинета вся сделана по современным требованиям. При этом, конечно же, будет закупаться и мебель, и необходимое медицинское оборудование для этого крайне важного для наших детей объекта. Что касается дальнейшей реконструкции, то оценивается это все где-то примерно в 500 миллиарда рублей. Полная реконструкция объектов здравоохранения здесь, в Нерюнгринской центральной районной больнице. Будут делаться поэтапно проекты реконструкции по тем или иным учреждениям, и потом уже это будет реализовываться. Сейчас уже ряд проектов на выходе, ну и, соответственно, 2021 год, 2022, 2023, 2024 год мы все эти работы должны до конца довести. Что касается закупки вот так называемого тяжелого медицинского оборудования. В Нерюнгри его, к сожалению, никогда у нас не было. Да? Это на самом деле очень неправильно и абсолютно неприемлемо.
Поэтому поручение мною в прошлом году было дано, и вот сегодня министр здравоохранения здесь доложилась о том, что уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на 100 с лишним миллионов рублей на поставку сюда магниторезонансного томографа МРТ и ангиографической системы для работы как раз по сердечно-сосудистой системе, по диагностированию тяжелых болезней и по их оперативному вмешательству для их лечения. Это современные будут аппараты, высокотехнологичные. Сегодня я также дал поручение, чтобы наряду с закупкой оборудования мы уже провели весь комплекс подготовки специалистов, которые смогут работать на этом оборудовании. Потому что оборудование, еще раз говорю, уникальное, сложное, и люди должны быть специально подготовлены для работы на таком высокотехнологичном оборудовании. И вот когда необходимо будет подготовить помещение, если помещение для МРТ уже готово, то помещение вот для ангиографа, оно еще требует подготовки. Опять же, дано поручение в ближайшие месяцы провести тендер и оборудование, чтобы было поставлено уже специально приспособленное, подготовленное для этого помещения. Вот. Я уверен, что до конца 2020 года вот эти виды тяжелого медицинского оборудования, высокотехнологичного, будут здесь уже поставлены, установлены и начнут работать. И жителям Нерюнгри уже для того, чтобы там МРТ пройти, вот ангиографию пройти, не надо будет ехать или в Благовещенск, или в Якутск, а это они все смогут здесь на плановой основе сделать в городе Нерюнгри. 2 декабря по газопроводу Сила-Сибири пошел газ. Значит ли это о перспективе газификации прежде всего села Иенгра? Ведь мы знаем, что там дома до сих пор отапливаются дровами. Ну и, конечно же, поселка Чульман, потому как отопление поселка Чульман это является настоящим бичом Нерюнгринского района по части экологии. Безусловно, вот то, что проект «Сила Сибири» реализован, и газопровод прошел вот через территорию нескольких наших районов, где раньше газа не было. Это и вот Ленский, Алекминский, это Алданский и Нерюнгринский районы. Это внушает нас надежду на то, что в ближайшие годы мы начнем работу по газификации. По Нерюнгринскому району, конечно же, как вы правильно абсолютно отметили, первоочередной объект это Иенгра, где сегодня нет уже леса, чтобы заготавливать дрова, так это приходится вести за многие уже десятки километров. Я сегодня вот в Иенгре побывал, с населением встретился, поговорил. Эта тема жителей волнует там всех до единого. Так. Хочу заверить, что газификация Иенгры, вот проект будет в ближайшее время делаться, ну и потом уже работы по газификации Иенгры будут проводиться. Что касается Чульмана, здесь будут идти подсчеты. Здесь же есть как бы и другая версия о том, чтобы, сидя на угле, так, заводить газовую генерацию на Чульман, так, оно вроде бы как и совсем экономически не очень выгодно. Так, есть мнение такое. При этом, вот когда мы говорим об экологии, мы же забываем о том, что сегодня технологии вот как раз сжигания угля в мире продвинулись очень далеко. И во многом их КПД, их экологическая составляющая, оно ничем не уступает тем же газовым турбинам в части вот как раз экологической безопасности. И, может быть, нам стоит все-таки отработать с энергетиками, чтобы здесь у нас повысилась экологическая составляющая как раз в сжигании угля, да, чтобы безопасные технологии поставить, современные технологии поставить и снизить выбросы угля, но при этом как бы сохранить угольную генерацию. Вот. Здесь будут считать специалисты, еще раз говорю, да, вот по итогам их работы мы сделаем необходимые выводы. Если специалисты скажут, что нужно переходить на газовую генерацию в силу разных причин, значит будем переходить на газовую генерацию. Если скажут, что лучше все-таки остаться на угле, но при этом кратно повысить экологическую безопасность, значит пойдем по этому пути. Вот вы сегодня посетили наш Нерюнгринский городской водоканал. То есть, о его реконструкции вы начали говорить еще 2 года назад. И за это время уже вот на сегодняшний день было закуплено оборудование на 200 миллионов. То есть будет и продолжена работа в модернизации нашего водоканала, потому как мы являемся тем городом, который может себе позволить еще пить воду из-под крана. Реконструкция Нерюнгринского водоузла, вообще Нерюнгринского водоканала в целом, да, она абсолютно назрела. Потому что все оборудование, которое здесь стоит, оно, знаете, не моложе 81 года. 81, там, 85 года я сегодня видел, там оборудование есть так, но не моложе. Вот. Соответственно, оно уже и морально, и физически абсолютно устарело. Там и запчастей нельзя найти, да, уж не говоря о том, чтобы их там модернизировать. Соответственно, нужна тотальная глубокая реконструкция.
Первоначальный проект, который был разработан ну, вот еще в 2016-2017 году, он предусматривал вложение там свыше миллиарда рублей. Таких денег у нас, к сожалению, сегодня нет собранных. Так, мы, благодаря Юрию Петровичу Трутневу, полпреду президента на Дальнем Востоке, получили 400 миллионов на вопросы реконструкции Нерюнгинского водоканала. После этого вот был вычленен первоначальный этап, который предусматривал проведение тех работ, которые абсолютно уже назрели, без которых, грубо говоря, существование водоканала в безаварийном режиме уже становится проблематичным. И вот эти работы сегодня выполняются, в том числе вот, после того, как в прошлом году был проведен конкурс, подрядчик, который выиграл, вот, закупил оборудование на 200 миллионов, которое сейчас доставляется сюда, в Нерюнгри. И где-то с конца марта начнутся уже реальные работы там по демонтажу старого оборудования, по установке нового, которые должны быть завершены где-то в ноябре месяце. И первый этап на этом будет завершен. Но опять же, мною сегодня дано на совещание поручение в адрес правительства республики, в адрес районной администрации и Нерюнгринского водоканала отработать уже второй этап. Подготовить проект реконструкции Нерюнгринского водоканала, его второй этап, для того, чтобы мы все-таки проводили работу дальше. Потому что, ну, понятно, мы сейчас, например, насосную группу меняем, а во многих местах вот водоводы остаются старыми. То есть, ну, понятно, что вода, которая будет бежать по этим водоводам, она не будет ну, настолько чистой, какой бы нам хотелось получить. Соответственно, эти водоводы должны меняться. Мы при этом должны понимать, что если мы начинаем менять водоводы, то мы, конечно же, будем там вскрывать грунты, там, опускаться вниз. Соответственно, эти работы должны быть синхронизированы с работами по реконструкции уличной дорожной сети, по обустройству общественных пространств, для того, чтобы мы опять не попали в ситуацию, которая, к сожалению, очень типична для нашей страны в целом. Это когда, да, когда дорожники ложат красивый асфальт, пару дней люди ездят, радуются жизни, так, а потом приходят или вот как раз коммунальщики, или газовики, там, ну, кто угодно, и новый асфальт ломают с радостью, так, и вытаскивают оттуда ржавые трубы и начинают ее менять. Так. Ну, что после этого происходит, рассказывать не буду, картина для нас, к сожалению, очень типичная и знакомая. Вот я сегодня дал поручение, чтобы все работы были синхронизированы, чтобы таких случаев в Нерюнгри здесь мы не допустили. Потому что по Нерюнгри мы также будем работать уже в ближайшие годы в рамках подготовки к полувековому юбилею города. Так, соответственно, здесь и уличная дорожная сеть будет ну, быстрыми темпами обновляться, будут делаться новые общественные пространства, внутриквартальные территории. Ну и очень бы не хотелось, чтобы это все там мы начали через некоторое время сами же разрушать для того, чтобы поменять вот как раз водоводы. Поэтому эти все работы должны быть абсолютно синхронизированы. Я надеюсь, что руководство и района, и города это все правильно восприняло. Эти работы будут вовремя проводиться. Но если что, я прошу также и жителей Нерюнгри смотреть за этим. Если какие-то факты есть, сообщайте мне прямо на социальные страницы, можете писать. Я сейчас выпустил специальный указ, по которому все мои обращения, в том числе мои социальные сети, которые люди пишут там и в Одноклассниках, и ВКонтакте, в Фейсбуке, и в Инстаграме, принимаются как официальные обращения граждан и должны быть рассмотренными органами государственной власти, муниципальной власти. И первичный ответ должен быть в течение 8 часов уже заявителю, да. То есть доходит до адресата. Да. Спасибо. Ну и в завершении нашей беседы один из наиболее актуальных вопросов для нерюнгринцев, жителей Нерюнгринского района. Самое главное, когда начнется реконструкция нашего аэропорта? Реконструкция аэропорта Нерюнгри, на самом деле, она уже формально началась, потому что конкурс у нас отыгран. В силу ряда там причин, субъективного, объективного характера, федеральные средства в аэропорты Севера поступили достаточно поздно, лимиты, поэтому конкурс у них был отыгран уже там ближе к концу года. Слава богу, что он вообще состоялся, потому что по многим аэропортам Дальнего Востока конкурсы вообще не состоялись вот, из-за отсутствия заявителей. Но в нашем случае победила алданская компания, по-моему, Стройдорсервис она называется. Контракт большой, на 7 с лишним миллиардов рублей. Должна быть проведена огромная работа и строительство, реконструкция вот, взлетно-посадочной полосы, строительство нового аэровокзального комплекса. Мы очень надеемся, что работы все будут в срок проведены.
Вот завтра я опять же здесь в Нерюнгри специальное совещание по данному вопросу проведу. Вопрос на моем постоянном контроле, и мы очень надеемся, что в установленные сроки все будет сделано, и здесь в Нерюнгри у нас наконец-то появится современный аэропорт, соответствующий всем международным стандартам. Александр Сергеевич, зная, что у вас сегодня был насыщенный день, который еще не закончился, впереди у вас еще встречи ждут. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Спасибо.